Дроны для школы – это не просто игрушки. Это мощные инструменты, которые могут сделать обучение более наглядным, практичным и интересным. Так, 2 месяца назад Пицунский резервный батальон проявил инициативу внедрить в школы симуляторы по управлению беспилотными летательными аппаратами на уроках НВП. Теперь у школьников Гагарского района есть возможность изучать эту современную и актуальную технологию. После формирования прочной теоретической базы наступает время для практики. Ученица Гагарской средней школы номер 1 Анджелина Авидян надела специальные очки, которые дают уникальную возможность полного погружения в процесс, позволяя ей чувствовать себя пилотом, управляющим настоящим летательным аппаратом. Она выполняла простые маневры, такие как подъем, спуск и повороты на месте. Каждое движение приносило ей огромное удовольствие, и она восхищалась тем, как дрон мгновенно реагирует на ее команды. Для меня это было очень необычно, так как в классах таких занятий практически у нас не было. Мы занимались на пультах, нам подключали их к компьютеру. Это было необычно и очень ново. Я не сразу освоилась, научилась. Это со временем я практиковалась, у меня начало лучше получаться. Сейчас это очень может помочь во многих профессиях. Это для некоторых промышленных также. Я хочу проявить себя, показать лучшую свою сторону. Под чутким контролем опытного инструктора Демида Хагба дети управляют настоящими дронами. Инициатор внедрения дронов в учебный процесс разработал программу, которая делает обучение не только познавательным, но и безопасным. Я буду перехватывать у них управление своим оборудованием и также буду с ноутбука наблюдать то, что видят они через очки. Изначально, да, это просто была инициатива сделать это. Мы нашли какие-то симуляторы. Сначала они были платные, потом, немножко полазив, мы нашли бесплатные варианты. Соответственно, начали устанавливать их на компьютеры. Также аппаратура для управления беспилотниками приобреталась, грубо говоря, с наших средств. Мы там что-то искали, у кого-то что-то просили. Также были неравнодушные граждане нашей страны, кто предоставили нам финансовую помощь, на которую мы приобрели и обеспечили пультами школы. Ранее для преподавателей допризывной подготовки и гражданской обороны школ Гагарского района в Цандрипше были проведены учебно-методические сборы по теме «Система подготовки кадров для беспилотных авиационных систем». Тогда необходимость введения уроков по беспилотным системам для учащихся отмечали и преподаватели НВП школ района. Сегодня они гордятся своими учениками. Аԥхьанатә арратә аҽазыҟаҵара асааҭқәа ирҭагӡаны ҩажәеихәба асааҭ инеиреиҳаны апультқәа рҿын ихәыцит атеориа аганахьала, иахьа раԥхьаӡа акәны апрактика иахыгара абра ицлабрақәа ҳҽазкны ҳаҟоуп. Еиҳарак еилыскаар исҭаху абри ҩажәеихәба асааҭ ирҭагӡаны атеориа ҳанахәыцыз аҭыԥҳацәа даараӡа рхәаа рԥшшьа, разнеишьа арԥарцәа раасҭагь азҿлымҳара ду аадырԥшот. Ари аус нас зегьы иаҳзеиԥшу усуп. Иахьа аҭынчра аганахьалагьы адронқәа ауаа рхы иадырхәоит, агьысгьы арбџьар рмчқәагьы даараӡа иазҿлымҳауп аиҳабыра. 13 учащихся Гагарской и Пицунской первых средних школ с энтузиазмом продемонстрировали свои навыки управления дронами. Первый раз, когда наш учитель нам пара Рапстан Александрович привез нам дроны, мы были очень рады. И лично я был заинтересован этим делом. И хочу дальше учиться летать на этих дронах. Амир Ашуба, Анджелина Авидян, Адица Айба, а также Даниэль Велиоглы проявили себя с наилучшей стороны во время практических занятий по управлению дронами. Они продемонстрировали не только высокие технические навыки, но и уверенность, которая приходит с осознанием собственного потенциала. Их успехи стали вдохновляющим примером для остальных учащихся, подтверждая, что в каждом ребенке скрыт огромный потенциал, который может быть раскрыт в правильных условиях. Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение.